Во встрече с Павлом Крашенинниковым приняли участие представители местной власти и руководства Сибайского института БГУ. С администрацией города и ведущим учебным заведением Зауралья у главного юриста России давнее плодотворное сотрудничество. Павел Владимирович часто ведет прием граждан в Сибае, а также принимает участие в ежегодной научно-практической конференции, проводимой в ВУЗе. На этот раз разговор сторон коснулся общей ситуации в городе и перспектив дальнейшего развития СиБГУ. Председатель Ассоциации юристов, конечно же, поинтересовался подготовкой юристов в учебном заведении и отметил, что наш ВУЗ – один из единственных в республике, обеспечивающих регион высококвалифицированными кадрами, и работа в этом направлении будет продолжена. По словам Павла Крашенинникова, в скором времени у наших студентов, будущих юристов, появится уникальный шанс проходить учебную практику в самой Государственной Думе Федерального собрания. Далее разговор коснулся актуальной в юридическом сообществе темы, так называемой декриминализации Уголовного кодекса. Напомним, что инициативу Верховного суда России в данном вопросе поддержал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Президент обратился к парламенту с просьбой перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние. В феврале 2016 года на заседании Государственной Думы Российской Федерации принят в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. Как поясняет Павел Крашенинников, формулирование новой уголовной политики наконец позволит принять внутреннее непротиворечивое законодательство, в котором правонарушение и наказания за него будут соразмерны. Главный юрист России скоро снова посетит Сибай, теперь уже в качестве гостя традиционной Всероссийской научно-практической конференции, которая пройдет на базе Сибайского института.